Отрасль сельского хозяйства региона в этом году ожидает настоящий бум инвестиций. Рост поступления средств из разных источников вырастет почти в 4 раза, до 740 миллионов рублей. Во многом, конечно, благодаря началу реализации проекта тепличного комплекса «Сосногорский» и завершению строительства фермы на 1200 голов в хозяйстве «Южное». Это Прилузский район. Важное изменение в этом году вступает в силу для получателей прямых субсидий. Об этом вице-премьер Анатолий Князев сообщил в рамках заседания Президиума правительства. Прямые субсидии пойдут не через бюджет региона, а напрямую инвестору. Прямое соотношение такое. И далее по льготным кредитованиям то же самое. Субсидирование процентных ставок опять-таки пойдут не через бюджет наш, а напрямую инвестору, кто занимается этим вопросом. По устойчивому развитию сельских территорий, там есть направление. Мы неплохо отработали этот год, были трудности, конечно, но тем не менее мы из 10-6 принимаем участие. Мы не стали принимать участие по линии культуры, потому что сумма по России всего 200 миллионов, и они выделяют на достроительство переходящие объекты эту сумму. По линии образования тоже не стали принимать участие, тоже такая же сумма примерно, опять-таки на переходящие объекты. Мы дополнительно смогли еще выйти по программе дорожного строительства. Хотим подвести дороги с твердым покрытием, до площадки Южного. Это дорога, федеральная трасса до Прокопьевки. От него идет дорога до Южного. Там Гуляшор будет охвачен дорога твердым покрытием и до площадки. Дополнительно поясним, о каких 6 успешных из 10 направлений по устойчивому развитию сельских территорий говорил вице-премьер. Это газификация, водопроводные сети, грантовая поддержка местных инициатив, спортплощадки, комплексное обустройство площадок под жилую застройку и улучшение жилищных условий. Все эти проекты надо отработать, в любом случае, довести до логичного завершения. Все-таки я думаю, что это будет большое подспорье, тем более на уровне сельских предприятий. Ну и самое интересное, это же тоже можно сказать, что входит в программу благоустройства и повышения уровня комфортности на селе. Это важная задача, ее нужно решать. Однако при сохранении всех действующих видов поддержки аграриев республике придется временно отказаться от строительства новых объектов. Это продиктовано оптимизацией бюджетных расходов для сокращения уровня госдолга. Отметим, сейчас регион обеспечивает себя молоком на 1/4 от потребностей, мясом на 1/3, картофелем на 100%. Остальная сельхозпродукция завозится из соседних субъектов. Прозвучала на президиуме информация и о достижении по итогам прошлого года целевых показателей по так называемым майским указам президента в части роста оплаты труда работников бюджетной сферы. На эти цели направлен 1 020 миллионов рублей. С 1 июля 2017 года увеличилась заработная плата социальным работникам, работникам учреждений культуры и образовательных учреждений. С 1 октября, это по согласованию с Минздравом Российской Федерации, была повышена заработная плата работникам медицинских учреждений. По предварительным данным, по итогам 2017 года, все целевые показатели достигнуты. Также хочу отметить, что из всего объема средств 1 020 миллионов рублей максимальный объем был направлен на повышение оплаты работникам учреждения культуры. Это порядка 51 миллиона и 520 миллионов 700 тысяч рублей. Если рассмотреть этот показатель к уровню 2016 года, то прирост на 31%. По работникам, соцработникам он еще выше, 34%. Заслушали члены правительства и доклад нового министра строительства Сергея Двуреченского. По информации ведомства, объем сданного жилья в этом году вырастет на 38% по сравнению с прошлым. Сергей Гапликов поставил задачу активнее использовать потенциал государственно-частного партнерства, создавать условия для снижения себестоимости квадратного метра и повышения доступности земельных участков, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство. Предпосылки для этого есть, например, принятая недавно льготная ипотека, поддержка специалистов на селе и другие программы.